Ну, закончились наши полевые работы, и пришло время начала камеральной обработки материала. Материальная обработка керамики – одно из важнейших направлений в обработке материала. И для более качественной работы мы пригласили специалиста из Севастополя для именно обработки керамики. Денька Наталья. Добрый день всем зрителям и слушателям. Сразу следует отметить и поблагодарить Валерия и представителей Узгенского музея, которые дали эту возможность поработать, потому что знакомство с материалами, особенно с новыми, это всегда очень важно для исследователя и для ученого. Это первый момент. Второй, да, что относительно исследованных слоев и памятника следует отметить, что материала действительно много, его достаточно. Видно по характеру материала, при первом взгляде, уже видно сейчас, что материал относится к городской структуре, то есть это очень высокого уровня предметы. С ними предстоит еще и индивидуальная работа. Здесь достаточно много поливной керамики разных групп и разных типов. Что важно, что это нам даст? Первое, это даст первое, это самое важное, культурное многообразие в регионе, первое. Второе, даст материальное благосостояние, показать материальное благосостояние жителей этого периода, потому что бытовая культура отражает это прежде всего, все наши бытовые вещи. Третье, мы надеемся, что мы сможем здесь выделить какие-то группы импортов, чтобы понимать, какие связи были в археологии представлены именно здесь, в этом регионе. И самое, наверное, пожалуй, важное, что попытаемся как бы вычленить более мелкие даты, более дробные даты, для того, чтобы выделить какие-то редкие исторические нюансы. Ну, археология в этом отношении помогает. Я Наталья Витальевна Гинькут, я сама из Севастополя, но здесь я представляю Институт востоковедения РАН. Материал представлен сейчас по слоям, то есть его по контекстам, по слоям, соответственно. Здесь представлены разные типы материалов, от каких-то мелких сосудов до более крупных. Ну вот есть ручки кувшинов, представлены фрагментарно, но есть крупные чаши, они тоже существуют в виде блюд, тарелок, это тоже есть, причем практически полного профиля. Здесь есть и всевозможные фигурные сосуды с декорировкой, конечно, изразцы, ну, то есть облицовочные плитки, это тоже существует. То есть материал многообразный, с ним надо еще будет поработать, потом можно будет... В любом случае в археологии даже два фрагмента дадут, даже один фрагмент даст какой-то результат. А здесь выбрана как бы группа очень такая яркая, специфическая, но чаще всего такие датировки более дробные дают именно вот такие специфические группы материалов, как керамика поливная, стекло, определенные типы металлов. Это дает более дробную дату, поэтому это очень необходимо. Ну, посмотрим, здесь есть вторичное использование материалов, которые не выкидывались, их пытались вторично использовать и в виде пряслиц и фишек игральных всевозможных. То есть это все существует, это все можно увидеть. Но это будет потом по результатам проведенных нами описей, анализов, исследований, поисков аналогий, потому что сейчас это только первый взгляд. Работа археолога, она многогранная, многоэтапная, и раскопками археологическими все только начинается. Ну, начинается, конечно, с историографии, постановки задач, что мы хотим, почему мы это делаем, какую решаем научную проблему или музейную, как в нашем случае прежде всего. Ну, вот первый этап был раскопки. Второй этап – это приведение их в человеческий вид, чтобы можно было работать с ними дальше, то есть помыть. Следующий этап будет склейка, описание, чем мы сейчас и будем заниматься.
После этого или параллельно с этим начинается типологизация, поиск аналогий и все дальнейшие шаги. Заканчивается все это тем продуктом, который выдает археолог, это либо статья, книга, либо, если найдется такие вещи, передача их в музей для экспозиции. К сожалению, в наших находках вещей большого музейного значения единицы, но они тоже есть. Поэтому, кто будет посещать Узденский историко-краеведческий музей-заповедник, через полгода, скажем, тот увидит что-то новое. Мына урматтуу замандаштар, азыр 2-ге жакын жасалган казуу иштеринин жыйынтыгы менен табылган материалдарды, археологиялык баалуулуктарды экинчи өмүр берүү аракеттери жасалып жатат. Бүгүн 6 ноябрь 2025 жыл атайын адис чакырылып Валерий Кольченко өзүнүн жасаган ишинин жыйынтыгын чыгарайын деген аракеттерди көрүп жаткан учур.